Добрый день, коллеги, дамы и господа. Мы начинаем видеомост Москва-Цхинвал Международного информационного агентства «Спутник» на тему «Общая память, общая победа. Россия, Южная Осетия. В диалоге о будущем». И я рада представить вам наших гостей. В Москве с нами на связи Борис Александрович Чернышов, заместитель председателя Государственной Думы, руководитель патриотического движения «Победа-945». Здравствуйте. Здравствуйте. И в пресс-центре в Цхинвале Алан Таймуразович Тибилов, заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии. Он также курирует гуманитарную сферу, гуманитарные проекты. И в фокусе дискуссии ключевые темы, объединяющие народы двух стран. И вот первый мой вопрос я адресую Алану Таймуразовичу. Алан Таймуразович, мы знаем о колоссальном вкладе осетинского народа в победу. Как вам кажется, что объединяет эти два поколения защитников, тех, кто ушел на Берлин, и тех, кто сражается сегодня на Донбассе? В чем, на ваш взгляд, источник этой стойкости? Спасибо. Прежде всего, разрешите мне поприветствовать Борис Александрович. Добрый день. Очень приятно сегодня общаться по такой важной, актуальной теме про нашу общую историю, про наши гуманитарные совместные проекты. Что касается взаимосвязи, да, действительно, прошло более 80 лет с Великой Отечественной, и сегодня идет специальная военная операция. Что касается наших двух стран, осетины всегда были, осетин и русский воин, они всегда были вместе. Мы помним, как они сражались на всех фронтах Великую Отечественную войну против нацизма. Мы помним 2008 год, когда осетинский и русский солдат принудили фашистскую Грузию к миру. И мы видим это сегодня. Очень много из маленькой Южной Осетии людей поехало в зону специальной военной операции. Тысячи людей из маленькой 55-тысячной Южной Осетии. Почему я это говорю? Мне кажется, это важно сказать об этом. Не хочу быть неполиткорректным, но в процентном соотношении это даже больше, чем из многих внутренних регионов Российской Федерации. Почему это так, собственно говоря? А потому что осетины никогда себя не отличали, здесь мы в Южной Осетии, от нашей общей страны, от нашего общего русского мира. Вот если просто попросту пройтись по республике, по Цхинвалу, столице республики, да и по районам, везде портреты наших павших героев в зоне специальной военной операции. Вот когда к нам приезжают наши гости, они всегда этому по-хорошему удивляются. Такая наша общая память. Что касается в целом, конечно же, мы воюем и что в 1945-м, что и сейчас, мы воюем с нацизмом. Мы хотим просто жить в свободной стране. Мы преследуем свои ценности, мы никого не ущемляем. И в этом плане, мне кажется, это очень важно. В Южной Осетии тогда, в 1941 году, жило немногим более 100 тысяч человек. И отсюда уехало 23 тысячи, более 23 тысяч человек на фронт. По факту это практически все люди, мужчины взрослого возраста, которые были способны держать в руках оружие. А к концу войны осетин просто не призывали, потому что нация была на грани истребления. Поэтому Великая Отечественная война для нас не просто история, это история, мне кажется, каждой семьи в Южной Осетии. Каждый бережно хранит эту историю. И вот сегодня, в этом году, 80-летие Великой Победы, и 67 мероприятий к 9 мая, ко дню нашей общей победы, мы провели. Я хочу сказать, например, про флешмоб, когда дети вышли на флешмоб, их никто не заставлял, они сами хотели, то есть было даже большее количество людей, но площадь просто попросту не вмещала больше. И где-то 3% от всех школьников, они вышли на флешмоб. И они сделали прекрасный флешмоб, который показали и по российским информационным агентствам, и телевидению, и так далее. И поэтому, говоря о нашей общей истории, конечно, это прежде всего наша общая идеология, наша общая цель. И хочу еще
сказать про два очень важных момента. Первое. Вы знаете, периодически президент нашей республики награждает тех осетин, которые отличились в зоне специальной военной операции, медалью «Защитнику Отечества». Этим президент хочет подчеркнуть, что у нас общее Отечество, мы его не разделяем. Это, мне кажется, очень важный момент и очень символичный. И второе, конечно, что объединяет, я уверен, что будет их объединять еще и общая наша победа. И мы будем также общаться в прямом эфире и поздравлять друг друга с общей большой победой. Вот примерно так. Спасибо большое, Алан Таймуразович, за ответ. Мой вопрос, Борис Александрович, вам. Вы как считаете, как общество и средства массовой информации могут лучше всего передавать вот эту связь поколения, о которой мы сейчас говорили, чтобы молодежь видела в ветеранах СВО продолжателей дела победителей 1945 года? Да, большое спасибо. Прежде всего я скажу, наверное, отвечу так, что здесь нужно рассказывать про историю своей семьи, именно исходя из контекста участия героев, членов семей и в Великой Отечественной войне, специальной военной операции. До 35 человек, по-моему, насчитывает осетин героев Советского Союза. Они же не взялись из воздуха, они все проживали на конкретных улицах, в конкретных домах. У них есть и родители, были и родители, и сейчас потомки живут в разных частях света. Может быть, не только в Осетии, в целом в России, может, кто-то еще куда-то уехал. И они, прежде всего, должны хранить эту память, рассказывать о героях прошлых лет. И, конечно же, о героях сегодняшнего дня, об участниках специальной военной операции, потому что также и участники специальной военной операции, герои, которые защищают сегодня Отечество свое, они тоже выросли на улицах российских городов, осетинских городов. Они все учились в школах, и поэтому им нужно гордиться, просто рассказывая про них, если есть возможность с ними пообщаться, общаться, не стесняться, приглашать их в школы, в вузы, на какие-то встречи. Здесь только позитивно нужно такой подход, что называется, внедрять. Мы со своей стороны, как Международное патриотическое движение Победа 945, не стесняемся об этом рассказывать. Этот год охватили порядка 500 000 человек на концертах, на встречах, на просветительских мероприятиях. Поэтому здесь надо просто не замалчивать, а с улыбкой, с благодарностью вспоминать этих людей, потому что они создали главные условия для сегодняшнего развития наших государств. И это очень важно, поэтому их надо благодарить. Не бывает мало спасибо этим людям, не только словами, но еще и поступками, сохранением исторической памяти, говоря про Великую Отечественную войну, участников СВО и членов семей себе. Борис Александрович, вот ваш проект «Патриотическое движение Победа 945», она как раз-таки предлагает цифровой подход к сохранению памяти. И как вы видите и видите ли вы практическое участие Южной Осетии с его уникальными архивами и историями, семейными историями в этом проекте? И могли бы вы, к примеру, предложить пилотный вариант вот подобной интеграции? Ну, у нас много интеграций, в которых можно открыто поучаствовать. Это и творческие конкурсы для детей, для взрослых детей, совсем взрослых, через искусство выразить свое мнение в отношении победы, через образы, выразительные образы. У нас «Искусство и мир» был такой конкурс, очень хороший. Сегодня мы участвуем тоже на такой культурный десант в госпитале, где встречаемся, в том числе и с ребятами из Осетии. В госпитале это «Песни побед споем для героев». Наши представители культурной общественности с удовольствием подключились, и мы такие концерты поддержки, с помощью приема, юридическую помощь оказываем нашим участникам специальной военной операции.
Поэтому здесь не надо стесняться, тоже мы открываем возможность. Здесь, конечно, я прекрасно понимаю, что Российское военно-историческое общество, как такое уже более научная организация, которая направляет свои усилия на обработку архивов, активно общается, работает с осетинскими коллегами, поэтому давайте это оставим им, а нам больше такую миссию на народной дипломатии и другие важные аспекты и вещи, которые у нас есть. Будем это все реализовать. Спасибо большое. Алан Таймуразович, давайте тогда поговорим о школьных музеях. Это такой у нас проект, который реализуется фондом «Память поколений». Вы уже приступили к реализации грантов по созданию музеев в каждой школе. И это прекрасный пример того, как интеграция работает на практике. И проект, как я уже сказала, он поддерживается фондом «Память поколений». Вот скажите, в чем заключается осетинский код этого проекта? И как вы оживляете историю для детей? Спасибо за вопрос. С фондом поколений мы работаем, но изначально это большой грант, который выделил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Республике Южная Осетия. Это реставрация памятников, общая сумма 67 миллионов рублей, всего в проекте 66 памятников и школ. И в этом плане очень важно сказать о том, что это не просто музей или памятники. Конечно, мы реставрируем памятники по всей республике. Южная Осетия и сама, как республика, тоже очень бережно относится к этим памятникам. Вы, наверное, каждый год и не один раз в год выезжаете с нами на возложения, на памятные даты, и вы видите, в каком состоянии памятники. Вместе с тем, некоторые из них, конечно, нуждались в реставрации. И в этом плане вот этот большой грант, который выделил президентский фонд и президент Российской Федерации, за что мы очень благодарны на самом деле. Сегодня этот проект продолжает свою реализацию, и буквально, я хочу объявить, об этом пока не говорилось, буквально через несколько дней мы открываем уже три памятника, которые отреставрированы. То, что касается школ, мы постарались в школах, в особенности в больших, открыть не просто памятники, а мультимедийные комплексы, чтобы там можно было проводить, например, кинопоказы, просматривание видео. Потому что мы понимаем, что сегодня молодежь, она на самом деле, многие из них сидят в интернете. Сегодня молодежь хочет видеть информацию такой, какая им удобна. Если мы будем говорить им бесконечно, значит, чтобы они только читали книги, то так не получится. Мы должны быть реалистами и должны передать бережно вот эту информацию о наших героях, о нашей общей истории в удобном для них виде, чтобы они его восприняли. Наша конечная цель, чтобы они бережно взяли вот эту общую великую историю Осетии, России, нашу общую историю, и чтобы они его воспринимали, чтобы она отложилась у них в памяти. Поэтому мы делаем такие мультимедийные комплексы. И что еще важно по совместным проектам. Как вы знаете, мы об этом уже говорили, в скором времени в Южной Осетии откроется Дом знаний. Это представительство общества знания. И буквально тоже на днях мы разговаривали. И, конечно же, особый акцент у нас будет на лекциях ребят, наших героев из зоны специальной военной операции, которые приезжают в Южную Осетию. И, конечно же, об нашей общей памяти в Великой Отечественной войне. В целом там было много сражений, где осетины показали себя просто блестяще. Сегодня осетины воюют на всех фронтах. И я бы очень хотел сказать очень важный момент, о котором часто не говорится на самом деле. Да, все знают, что осетины занимают первое место по количеству героев на душу населения в Великой Отечественной войне. Но вместе с тем очень мало людей знает, как Осетия помогала в тылу. А тыл был на самом деле вторым фронтом. Очень много людей, активистов
тех людей, которые неравнодушны. Практически вся республика, хотя и сама испытывала нужду, но помогала фронту. То же самое происходит у нас сейчас. Вот вторая школа, у нас есть средняя вторая школа в столице нашей республики, в городе Цхинвал. Тогда выпускники ушли на фронт, и, я боюсь ошибиться, по-моему, только один из них вернулся. Это в 1945 году. Сегодня эта же вторая школа шьет маскировочные сети, помогает фронту, собирает гуманитарную помощь. Очень многие люди, начиная от президента, выезжают в зону специальной военной операции. Но я бы хотел особо отметить, что именно люди, обычные люди, активные люди, люди в коллективах собирают помощь в зону специальной военной операции. И вот такие вещи, мне кажется, забывать нельзя, а я бы делал на них акцент. Спасибо большое. Борис Александрович, мы, вот только что Алан Таймуразович рассказал об этих проектах, и, как вы видите, они удачно, успешно реализуются в Южной Осетии. Мы можем говорить о создании живого моста между школьными музеями Южной Осетии и России, например, регулярные онлайн-экскурсии и обмен капсулами памяти с историями героев. Или, может, какой-то конкурс на совместный лучший проект об общем подвиге. И могли бы мы как-то инициировать такой проект? Пожалуйста, у нас был уже подобный проект, когда мы помогали школьным музеям в России, но он был очень простой, нужно было ребятам участвовать в научно-практической работе, написать какую-то интересную статью или заметку про Великую Отечественную войну. Также к участию приглашали мы учителей, школьных учителей истории по этой тематике. Это можно продлить и в следующем году обратиться снова к этой практике. Мне было бы интересно услышать про героя Советского Союза Астаева, который в 1940 году получил Героя Советского Союза за участие в Финской войне и принимал участие в боях под Москвой, был летчиком. Если мне не изменяет память, меня простите, если я... Все верно. Было бы это очень интересно, потому что героический человек, его подвиг мог бы найти место в какой-то научной работе из Осетии. В этой связи, конечно, все проекты поддерживаются, поэтому давайте ближе к следующему году, к 9 мая, мы снова проведем те же конкурсы, которые были, расширим их географию. Сегодня в географии Международного патриотического движения Победы 19 стран, среди которых есть и дружественные, и недружественные страны. Мы не с правительствами заключаем какие-то соглашения, а с людьми, которые хотят слышать правду, поэтому, мне кажется, и даже я знаю, что были и картины ребят из Осетии, и многое другое. Так или иначе, сами ребята были вовлечены в деятельность, поэтому всегда открыты к вашим предложениям. Спасибо большое, Борис Александрович. И давайте отойдем от общей риторики и поговорим про интеграционные в целом процессы. Какие законодательные, конкретные законодательные или общественные инициативы вы считаете приоритетными в ускорении интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией? Это может быть что-то в сфере экономики или упрощения процедур, или гуманитарный обмен, может быть? Полагаю, здесь основной момент на туризме, потому что туристический потенциал Осетии велик, он значимый. Второй вопрос, безусловно, это единые образовательные программы, хотя во многом они и так уже синхронизированы в России и Осетии. Ну и, конечно же, темы, связанные с будущим, с нашей молодежью, движение первых, возможно, какие-то пересечения. Ну и, конечно же, наши университеты должны быть, помимо южного направления, и Кубанский государственный университет, ДГТУ, условно, Южный федеральный университет. Надо ребят приглашать, в том числе и в
крупнейшие вузы, которые бы отвечали и за вопросы, связанные с биобезопасностью, продовольственной безопасностью, темами, связанными с рекреацией, медициной, туризмом, вопросы, связанные с педагогическим образованием. Все это стало бы таким хорошим дополнением к тем уже работающим программам, которые есть между Осетией и Россией, которые действительно во многом обогащают друг друга по разным. Спасибо большое. Алан Таймуразович, вопрос вам. Вот с вашей точки зрения, в какой сфере сотрудничества лежит самый быстрый и заметный потенциал для роста? Ну, мне кажется, за годы, когда Российская Федерация признала независимость Южной Осетии, в законодательном плане сделано очень многое. Очень приятно, что мы сегодня переходим к развитию гуманитарных отношений. Потому что гуманитарные отношения – это всегда про людей, про активных людей, про реальные связи, контакты. И в этом плане, конечно, соглашусь с коллегой, конечно, это прежде всего молодежная политика. Мы сегодня видим, если мы говорим, мы сегодня очень много говорили про Великую Отечественную войну и правильно говорили, но на самом деле мы же понимаем, что сегодня и история находится в большой опасности. Если мы совместно сегодня не сделаем все для того, чтобы эта история сохранилась молодому поколению, подрастающему поколению, то все будет очень плохо. На самом деле это такие узы, которые связывают весь русский мир. И они, наши недруги, бьют очень точно в нашу историю, в то, что нас объединяет. И в этом плане молодежь, особенно активная молодежь, я считаю, что должна взаимодействовать на тех ценностях, на основе тех ценностей, которые у нас есть. Взаимодействовать, реализовывать общие проекты. Мы сегодня, в принципе, Южная Осетия участвует во всех проектах Русмолодежи, Всемирного фестиваля молодежи. Сегодня мы уже разговариваем с движением первых, подпишем соглашение значит, с движением первых, где будет прописан, я уже об этом говорил, но повторюсь, где будет прописан план мероприятий. И там мероприятия то же самое. Конечно же, прежде всего про нашу общую историю. Это то, что нас объединяет, и мы должны это развивать обязательно. То же самое в других сферах. Но прежде всего я все-таки, конечно, соглашусь с коллегой, это прежде всего молодежная политика. Культура, взаимопроникновение культуры обязательно. Наши коллективы, они всегда выезжают. Мы попросту должны знать друг друга, должны взаимодействовать, и в особенности молодежь, потому что люди нашего с вами возраста прекрасно знают историю Великой Отечественной войны. Она будет находиться, и цель вот этих наших недругов, всего западного сообщества, чтобы поменять историю, и они работают в этом плане в долгую, не на нас, потому что мы помним еще своих дедушек, прадедушек, а молодое поколение этого всего помнить не будет. И поэтому наша общая задача, я считаю, сохранить нашу общую историю. Спасибо. Спасибо большое. И, Борис Александрович, я передаю вам слово, такое завершающее слово, как-то резюмируем, наверное, сегодня наше обсуждение. Пожалуйста. Я буду крайне краток. Спасибо за возможность сегодняшнего общения. Ну и действительно, вопрос, связанный с сохранением истории, значит, у нас очень много, значит, они сохранение нашего будущего, совместного будущего, которое основывается на уважении, совместном ведении хозяйства, большого хозяйства наших стран. И, конечно же, самое главное, это создание фундамента для того, чтобы отношения развивались, отношения только улучшались. Конечно же, мы все стремимся к наиболее тесной интеграции. Найти основу для этой тесной интеграции можно только в трех вещах: в совместном прошлом, в культурной идентичности, о которой в том числе мы говорим, и, конечно же, в той молодежи, которая видит одинаково и смотрит одинаково на все эти ценности и совместное, яркое, интересное и хорошее будущее. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, ну что ж, мы тогда завершаем наш видео «Мост Москва-Цхинвал» международного информационного
агентства «Спутник» на тему «Общая память, общая победа. Россия, Южная Осетия в диалоге о будущем». Я благодарю всех гостей за содержательную беседу и всем спасибо и до новых встреч. До свидания.